Здравствуйте, уважаемые жюри и участники конференции. Меня зовут Байшев Стас, ученик 5 класса Майского лицея именем Ивана Гавриловича Тимофеева. Тема моего проекта – действие напитка Кока-Колы на организм человека через опыт с веществами и лекарством. Главная задача проекта – проанализировать взаимодействие Кока-Колы и ржавчины, изучить действие Кока-Колы на кальций, то есть на скорлупу от яйца. Исследовать совместимость лекарства, изучить реакцию с мясом. Актуальность. В последнее время широко используются консерванты, красители и искусственные добавки, которые очень плохо влияют на здоровье подрастающего поколения, да и всем категориям людей. Привлекают яркие вкусы, красочные упаковки. История происхождения Кока-Колы. Напиток был придуман в Атланте, штат Джорджия, США, 8 мая 1806 году. Его автор Джон Стит Пембертон, бывший офицер, название для этого напитка придумал бухгалтер Фрэнк Робинсон, который написал красивыми фигурными буквами логотип напитка. В напиток добавляли листья коки, растения, содержащие наркотические вещества, поэтому был запатентован как лекарство от любых нервных расстройств и продавался только строго в аптеках. В 1988 году приходом перестройки Кока-Кола стала покорять жителей России. Химический состав Кока-Колы. Прочитав состав, напечатанный в этикете Кока-Колы, установили, что для вкуса добавляют ванилин, лимонную эссенцию, а также масло гвоздики. Еще в состав входят одни химические элементы, кроме воды, сахара и кофеина. Пищевая ценность на 100 мл. Калорийность 42 калории, белки 0 грамм, жиры 0 грамм, натрий 0 грамм, углеводы 10,6 грамм, общие сахара 10,6 грамм. Опыт номер 1. Взаимодействие Кока-Колы с ржавчиной. Первый опыт сделали реакцию напитка на ржавчину. Для этого мы взяли ржавый гвоздь и оставили на сутки. В итоге видно, что в напитке есть растворители, которые вступили в реакцию и нейтрализовали ржавчину. Опыт номер 2. Действие Кока-Колы на кальций, то есть скорлупу от яйца. Вторым я проверил скорлупу от яйца на действие от Кока-Колы и тоже оставили на сутки. В итоге видно, что скорлупа потемнела, и значит от этого вывод: от напитка может потемнеть, разрушиться эмаль зубов. Опыт номер 3. Исследовать совместимость с лекарством. В отличие от предыдущих опытов, реакция напитка с лекарством пошла сразу. И лекарство потемнело, и лекарство моментально опухло. Так что забивать лекарство с Кока-Колой категорически запрещается. Опыт номер 4. Изучите реакцию с мясом. Для четвертого опыта взял кусок мяса, положил в стакан с напитком и тоже оставил на сутки. Через день обнаружил, что напиток осел на дно стакана и помутнело, а само мясо тоже помутнело и стало рыхлым. Вывод. Сделав опыт, я понял, что напиток Кока-Кола вреден для здоровья и не рекомендуется в частном потреблении. Содержит большое количество сахара, а
а это примерно 40 грамм в одном стакане. И много кислот и различные пищевые добавки отрицательно влияют на организм, в основном на поджелудочную железу, желудок, зубы и кости. Сейчас я продемонстрирую опыт номер 3. И как мы видим, лекарство моментально опухло и исчезло. Спасибо за внимание.